А неге недвижимость койтуп калмады именно? Или вас кинули, или вашего друга кинули? Обычно ушундай болот го? Да. КВНди бүткөндө чемпион болгондо уже бүт баары уже бүткөндө биз ойлоп баштадык, так уже все жашоо баштады реальность, да. Так, следующий шаг кандай? Үй бүлө, анан үйдү алыш керек да, туурабы? Интернетте информация жок, блогерлер жок, эч ким айтпайт. 2019 год, представь. Эчтекеси жок, просто все реклама, каждый себя хвалит. Мы молодцы, мы такие крутые, бизден алгылат. И я начал сам снимать, взял камеру и начал снимать. Так, балдар, мына бияка келдим, мындай, муну карасаңар мындай экен. А потом другие мне в комментариях: ты неправильно сказал, Бахтияр, это так-то. И меня учили. Все, мындай экен, я тогда, оказывается, ошибся, здесь вот так. И тоже учился. Айтсаң деле? Жок, арзанга барба, арзандын суту татыбайт, проблемасы көп болот. Но попадает. Документы — это одна часть. Теперь надо понять финансы. Скажу: о, да, зрители, да. Но смотреть надо за мои поступки. Был ли я мошенником, я кого-нибудь обманывал, какая у меня история. Также с любым человеком. Многие сейчас строительные компании, у которых большие проблемы, но люди молчат. Знаешь почему? Потому что они хорошо зашли. Я говорю: а чего вы молчите? Айтпайсыңар, пусть все знают, что в этой строительной компании ни ногой. Не. Пусть у них покупают, я потом свои деньги вытащу. И надеяться на это. Без разницы. Любая строительная компания, любой сүйлөйсүңөр. И угроза, өлтүрүп кетем, атып кетем, баха, Азия миксиң деле жүрө бербейсиңби деген сыяктуу угрозалар, какой-то сөздөр. Конечно, есть. Если глубже чуть-чуть нырнуть, есть над чем работать. Я не скажу, что очень плохо, но не скажу, что прям супер хорошо. Согласен. Надо чуть работать. А вот такие, как мы, молодые, пытаемся что-то поменять, изменить. Вот так. Ассаламу алейкум, достор. Бүгүн биз коноктобуз. Конокто кимдин үйүндө? Баха Азия Микс, же болбосо Баха Шаман, Баха ОСК. Айтор, кыймылсыз мүлктө новостройкаларды, строительный компаниялар анын жүзүн көргөндө титиреген Баха байке. Ассаламу алейкум. Да, всем привет, ребята. Сегодня у нас будет интересный выпуск. Иншалла. Алдын ала айта турган нерсе, биз кайсыл жердебиз? Так, мы находимся на Иссыкуле. Есть в Бишкеке, буквально 30 минут езды от Бишкека, есть местечко, я ее называю такой маленькой частицей Иссыкуля. Сюда заезжаешь как пансионат. Скоро здесь будут деревья, зелень и ощущение, как будто ты уехал за город. А по факту ты в Бишкеке находишься. Просто такое частичка Иссыкуля, закрытая территория. Вот мы, в общем, здесь. Это село Бишкенгей, вверх по Алматинке, и мы находимся в закрытом городке. Алдын ала суроо, бардыгы эле сизге көп суроо берсе керек. Эмне үчүн жер там, эмне үчүн квартира эмес, же болбосо эмне үчүн ушул бир локация? Айтор, Баха кайсыл жерде жашайт өзү деген вопростор көп берилет. Насчет, где я живу в безопасности, а я сегодня просто расскажу про один объект, который я снимал 2 года назад. Меня очень заинтересовал, потому что я снимал в основном новостройки, а потом решил снять таунхаусы. И нашел вот такое местечко. Сегодня готов вам еще раз рассказать, и что изменилось за 2 года. Потому что здесь я был 2 года назад. И давайте посмотрим по цене, что получилось, вообще по продажам все получилось, и вообще сколько чего изменений. И на что нужно обращать внимание при покупке таунхауса. Таунхауса, отличный вопрос, да. И еще, азыр биз турган жер ошондо Бишкенгей, могул жерде, жакын жерде эме бар, Новый стадион. Новый стадион бар. И мечит бар экен. В принципе, бул жерде 2 жылдан бери, 2 жыл мурун тарткан болсоңуз, уже в принципе билесиз бул жер районду. Да, все то же самое было здесь. Единственное, что там стадион доделали его, и все, в принципе, здесь ничего пока не поменялось. Дорогу там говорят, что будут расширять, но посмотрим. Пока это просто слухи. Сюда еще газ не дошел, сразу скажу. Один из минусов, сразу жестко надо, с минусов. Газа здесь нету, а для кого-то это там трагедия, для кого-то это нормально. Отлично. Тогда грели? Да. Так. Да, кичине айтып кетейин по поводу вообще вот этого участка. Здесь 1 гектар. И всего здесь 33 квартиры. Это таунхаус. То есть в городе Бишкек
новостройки строят на 1 гектар около там 500 квартир посадят. Да. А здесь чуть концепция другая. Здесь больше простора, очень большие широкие эти улицы, да, и всего лишь 33 квартиры. Очень удобно для людей, кто ценит комфорт. Сразу скажу, здесь не пафос, здесь не лакшери, здесь не люкс. Здесь обычный комфорт. Кто ценит больше безопасность и комфорт, но не пафос. Кто любит сарытаж, пафос, алюминиевые окна, шуко, все остальное, это вот туда, с высшей магистрали, там по $2000 квадратный метр, смело можно купить. Здесь пафоса нету. Ты не сможешь здесь красануться перед друзьями, сказать, у меня есть таунхаус в Бишкеке. Ну, приедут люди и скажут, ну да, что за больница? Потому что многие, проезжая здесь, они думают, что это больница. Да. На самом деле выглядит она как больница. И, возможно, с одной стороны, это хорошо. Потому что многих это отпугивает, пафосных людей, кто хочет там понт туда-сюда. А кто хочет для себя жить комфортно и безопасность детей, это подходит, да? Да. А с Гиргенда заметил, что уже сразу тишина? Да, вот дорога вроде бы здесь близко, но здесь очень тихо, и когда здесь вечер, да, здесь птички поют, и ты как будто бы ты за город реально уехал. То есть ты не слышно вот этой городской суеты, здесь не строятся новостройки, здесь нету пыли, и из этого, я думаю, тут есть свой клиент, да? По-любому. Многие не поймут это, потому что для многих 30 минут, 20 минут ехать до города, это очень далеко. Да, согласен. Да, многие из этого говорят, нет, это что-то не мое, да? А для многих наоборот, говорят, ой, блин, офигенно, я давно мечтал, да? У каждого есть свой клиент. Согласен. Насчет комфорта. Значит, если вы 2 года назад сюда приехали, значит, примерно вы знаете, на каком качестве они строили. Здесь все кирпич. Было? Да, здесь идет 9-бальная система, потому что здесь Сокотинский разлом, да, вы же все знаете, и здесь массостойкое здание, двухэтажное, из кирпичей наполнение кирпич 1,5. И у них утепление раньше, в 2016 годах, 15-х, можно было утепление делать пенопласт. То есть вот это, наружка, 10 пенопласт у них. Вот. А потом же ввели закон, что нельзя пенопласт и делать базальт. Они начали делать базальт, а здесь пенопласт. То есть из комфорта очень тихо, из соседей ты не слышишь соседей. Ну, я вот и разговариваю с людьми, они не жалуются на соседей. А то вот в этих чатах же бываешь, в больших высотках, там успокойте своих детей, там музыку сделайте потише. Здесь такого нет. Да, вроде здесь какой-то устав свой есть. Обязательно. Здесь жесткий устав, как в армии. То нельзя, это нельзя. Но это зато общие правила. Здесь нельзя, условно, там, выгуливать собак, ну, из таких. Нельзя в разных вещах ставить кондиционеры, тоже, чтобы общему виду не мешали. И очень-очень много таких. Там нельзя проводить здесь, условно, большие, огромные праздники. Вроде бы кажется, да, простор. Кыргыздарға, бяха, юрта қоясың, бүт барын шығарасың, здесь тойды қыласың. Нет, здесь в уставе написано, если большой той, пожалуйста, вон там есть очень много кафешек, там встречайтесь. Здесь для того, чтобы другие люди тоже отдыхали. Тут про комфорт других людей. Здесь больше не то, что я такой крутой, я купил здесь, я могу здесь делать, что хочу. Нет. Это комьюнити, которое создается жестким уставом. То есть не все это выдержат, скажут, как я за это плачу, еще и буду. Нет, если хочешь сам, вон там можешь дом купить себе и делать, что хочешь. А здесь ты живешь в комьюнити. В чем удобно? Твои дети с другими коммуницируют здесь и в защите, да? Ну, то есть никуда не выходят, здесь все закрыто, охрана, есть видеонаблюдение. И из этого ты не переживаешь. Потом, что еще хорошо? Там, если, например, у тебя что-то случилось, ты в городе, ты соседу звонишь, говоришь, сосед, посмотри вот это там. То есть они могут приглядеть, вот это хорошо, да? Вот, и эту комьюнити вот это как раз-таки помогает. Например, свет, если где-то выключает, а здесь же генератор есть, то есть если свет в селе отключается, здесь включается генератор, и здесь свет есть. То есть здесь отдельная система работает. И например, свет отключили, попросили, мужчины пошли, рубильник включили, и все здесь работает. Вот такая история. Здесь автономно, здесь вода артезианская, свет у них здесь, генератор, солярку заливает. И здесь не
Не вот этот, как его, яму делают, а здесь очистные сооружения. Да, то есть тут все автономно работает. Вот я про это и говорил раньше, говорю, блин, ребята, вот кто хочет, берите. Цена раньше была 1250 раньше, а сейчас 1800. 1800, Да, да. так что очень сильно подскочило. Кто успел свое вовремя взять, то красавчики. Согласен. Да. Но тем более за 207 тысяч долларов купить особняк в Бишкеке с таким... Ну, я бы не сказал, что это особняк, потому что сейчас многие, кто уже, знаешь, в особняке живут, они 115 квадратных метров, для них не особняк. Ну, Здесь согласен. определенный стиль людей. Люди, которые не любят сильный пафос, Мгм. люди, которые путешествовали. М. Для них, которые они ездили там, которые ездили за границей, и для которых там полчаса до работы это фигня. Это для нас это уже трагедия. По факту мы полчаса в этих пробках стоим. Да, так и Да, так стоим. да. А тут вот это ощущение, да, что, о, блин, так долго ехать, то есть вот эта история. И потом люди, кто путешествует, люди, кто уже, знаешь, вот этого вот пафоса наелись, то есть там пожили, здесь пожили, они такие, короче, вот это самый стандарт, нормально. Отлично. Да. И еще насчет здесь Бишкекге. Вроде этот объект начал застройку в 2016 году, да? В 2015 году, 2016 он закончился? вроде бы, Закончился, да? 10 лет уже. 10 лет. И фасад, ну, отлично выглядит, думаю. Фасад недавно обновляли. Обновляли. Здесь хозяин этой территории, этого участка, который распродает, он следит за этим. Недавно обновляли, потому что когда я приходил, другая чуть-чуть краска, тон краски была. Я сейчас вижу, прям он свежий выглядит. Ну, вы сами, наверное, видите. Это недавно обновляли. А насчет именно строительной компании, которая построила это? Это частная строительная компания, Мгм. она не так массово строит, то есть есть всего 2 объекта из жилых. Сам собственник, он как бы не строитель, он, наверное, больше там, может, девелопер, он там бизнесы строит. А есть вот такой вот мини-версия чуть-чуть ниже, там уже давно люди живут, вот там вот как будто бы в пансионат заходишь, реально. Там очень много деревьев, там уже люди уже лет 10 живут, и там деревья уже выросли. Вот, например, вот эти деревья, они маленькие же Да. еще, только-только посадили. Видите, вот красоту недавно навели. А если вот посмотреть, где еще не купили, там ну, не так смотрится, да? А вот это уже видно, что здесь человек заехал, живет. И вот это, вот, когда вырастет, это будет очень красиво. А там уже лет 10 люди живут, и их там, ну, прям видно. Не хочется выезжать оттуда. Кайф. Согласен. И по поводу застройщика. Мгм. Застройщик неизвестный. Даже если я его назову, я даже не знаю, как он называется. Он просто очень много в Бишкеке, кто строит от души. Они так построили, и типа их это не основная деятельность. То есть они не строители, они там бизнесом другим занимаются. Вот такая история. Да, классно. Боюнча сыртынан көргөндө вроде сырты кичинекей эле. Да, да. Но ощущение на самом деле обманчивое. Многие люди, кто привыкли к большим просторам, когда говорят, что 15, Мгм. трешка, они говорят, блин, что-то маловато, да? Ооба. А этот проект взят с французского архитектора, да, с Франции, и там все продумано и все сделано компактно. Ну, если честно, многим нукура кыргыздарга бул жарашпайт. Эмне үчүн? Себеби эмеде биздики бир комнатаны калтырып коебуз го эмегечи, тойгочу. Бир стол килейген. Анан кичинекей стульчиктерди коюп 20 коебуз. стул менен. Анан бир жылына бир жолу эметебиз, анан он кудаан 9 токтоп. Биякта жок андай. Биякта все продумано, здесь все компактно, и я сейчас расскажу. 115 квадратных метров, с вами заходим, все они одинаковые, все типичные. Единственное, когда вы уже заезжаете, уже под себя подстраиваете. С левой стороны у нас здесь есть такое вот помещение, она для топки. То есть здесь можно хранения какие-то сделать, здесь у нас счетчик света, когда свет отключается, здесь рубильник включается. От застройщика дается вот этот как бы в бонусом. Плюс идет у нас твердотопливное отопление. Углем можно и можно трехфазкой. Раньше трехфазкой можно было. Здесь разрешение есть.
И в основном здесь топится светом. Все ждут газа. Газа нету. Вот, из-за этого здесь два вида. Либо свет, либо углем. Углем там ставишь, если вдруг там то закидываешь. Но, как я слышал, здесь ни у кого угля нету. Все в основном светом пользуются, потому что свет же здесь свой. Да. Если есть, они там включили и работают. Вот. Так, ну, в принципе, это разводка от воды. Вода идет от артезиана. Всех одинаково. Дальше у нас здесь идет маленький такой коридор. С левой стороны у нас идет такой маленький санузел, если вдруг там перед выходом. Дальше у нас идет на второй этаж лестница. И у нас идет кухня, которая... Вот это же с Европы пришло у нас как студийный, да, где они объединяют. Для кого непривычно, я увидел у многих, кто вот это закрывает, вот так. Да, закрывают, открывают, да. Либо вот так делают, да. Либо вот это закрывают. То есть они вот эту дверь убирают, закрывают, и мебель кухонную вот так закрывают. То есть вот так кухня, здесь вот продолжение, здесь вот стол, где они сидят, здесь зал. Вот зал, здесь у нас вот зона отдыха. Тут уже каждый на вкус и цвет. Кто-то вот так пополам делит. Да, кто-то говорит, здесь спальня для родителей, чтобы они на второй этаж не поднимались. Тоже умно, чисто. Логично. Да, раз они вот здесь остались. А здесь вот встречает гостей, и там кушает, обедает. Вот такая история. Да, и мне вот это понравилось. Да, вот это, да, хорошая тема. Бұл жақ, ошондо, типа, эме экен да, терраса. Терраса, ар биринде терраса бар. Ол жақтан кухнядан шықса болады. Только единственное отличие вот задний двор. Азыр тетяктан көрөбүз. Акта эмеси дуалы бар. Жабык территориясы жабык. Тут как будто чуть-чуть ты вот с соседями можешь здороваешься туда. А там чуть-чуть закрытая территория болот. И кичине чоңураак болот, кичирээк болот ошондой, да? Разные есть варианты. Но фишка в том, что ты вот так вот там чай заварил, и вот и как там, француз полтичу алас, вот бонжур, вот такая история. Тем более, ошо эме не деп коет эле, бизде мода сөз бар го, акыреттик досуң сосед болсо. Да, да. Тем более. Самое главное здесь же, как говорится, иногда сосед лучше, чем родственник, потому что сосед знает все твои болячки и он тебе каждый день видит и может тебе помочь, потому что здесь комьюнити всего лишь 33 семьи и в общем 66 человек там в среднем, скажем. И они друг друга там должны хорошо знать и с друг другом общаться, потому что они не то что защищают, они живут в общем там в общей территории, у них общая охрана, общий там человек, который газоны стрижет, то есть это, и они должны общаться по-любому, потому что не получится так типа моя хата с края болот. Из-за этого все они как родственники должны. Еще андан тышкары мындай болуш керек, допустим, мындай бар го. Единомышленник деп коет. Бул жердеги чогулган адамдар да баягы өз учуну жактырбайт. 100%. Определенный бир баалуулуктары, ценностьтери бири-бирине дал келет да. И думаю, сүйлөшүш жеңилирээк болот го дейм. Да, здесь иногда пытались приходить покупать ребята, которые там типа пожили там типа английский квартал, французский квартал дегенде бияка келип пафос менен тут сразу кичине дискомфорт болуп калат да. Потому что здесь простые все. Без пафоса, блин, вот этот пафос героичок, потом правила надо соблюдать здесь. И многим не нравится, как это так, я заплатил, еще и правила буду соблюдать. Тем более кыргызбайга вообще жакпайт. Да, типа, кандайча, нифига себе, бияк ушундай, кичине давайте сыйлайлык друг друга, давайте уважать, и болбосо люди не покупают. И, кстати говоря, не всем квартира продается, если честно, потому что есть фильтр от самого собственника. Да, собственник, да, он посмотрит, скажет, Рахмат, что ты там с деньгами, но ты испортишь меня здесь все. Вот. Потому что сам собственник сам собирается здесь жить тоже, когда все заселятся, потихонечку бяха келип без меня. Дубайская тема. Да, здесь будет, короче, жить, тусить. Классно. Негизи Дубайда это очень распространенная тема, где вот большие ЖК, где чоң-чоң компаниялар бар го, мега компаниялар, ошолордун владельцтери атайын определенный комплекске өздөрүнүн жер там салышат. Да. Чтобы люди ишенип көбүрөөк сатып алыш үчүн. Неге анткени, если владелец там живет, значит качество, комфорт, все идеально должно быть.
Вот, кстати говоря, один из таких вещей, который поможет вам выбрать квартиру, если вы ищете в Бишкеке. Если застройщик сам живет в этом ЖК, ну, соответственно, это хорошо, потому что если сам застройщик, собственник живет в другом ЖК, а я с такими встречался, собственник ЖК живет в другом, и он не живет в своем, потому что он говорит, блин, я же знаю там, как строится. То есть, ребята, имейте в виду, иногда просто спросите, а где сам собственник живет? Да, отличный лайфхак. Да. На заметку. Так, экинчи этажга. Да, второй этаж, всего 3 спальни и один большой полноценный санузел. Так, здесь у нас вот такой санузел. Они, конечно, дальше ничего. Здесь уже мебель, ну как мебель, санузлы встроенные, это все отдается уже пользователям. Есть вот такая ванна, она, как оказывается, металлическая. Вот эту металлическую можно оставить, можно душевую сделать, вон там место есть для стиралки. Ну, в общем, это в 2015 году проект создан, и вот эти вот кафели в то время, видимо, были модные. Тут уже на вкус и цвет, тут уже человек либо сам это меняет. Ну, больше половины семей здесь не трогает это, потому что я еще раз говорю, здесь приехали люди не за пафосом, люди здесь приехали отдыхать и получать там свежий воздух, там, ну, другие вещи. Первая спальня. Опять-таки, это просто демонстрационная история, просто показать, как можно обустроить. Здесь можно полноценную кровать поставить, здесь может семья большая, здесь могут дети 2 яруса сделать, потому что здесь детская площадка есть, очень удобно, да, чтобы они были всегда в контакте, кто там на улице играет. Дальше, следующая спальня. Можно сделать ее родительской, можно сделать там, не знаю, гостевой, кто как хочет. Тоже вот здесь устроенный такой шкаф можно сделать. Можно офис сделать, кстати говоря, если там один ребенок и там молодая семья, то можно одну комнату сделать офисом, а одну сделать спальней, а одну детской. То есть тут уже у каждого по-своему, да. И вот еще одна спальня демонстрирует то, что, короче, показывает, что есть возможность сюда еще одну спальню поставить. Вон там встроенный шкаф в глубине. Вот, в принципе, вот такая история. И везде одинаково. Единственное, без мебели. Без мебели? Да, просто без мебели. Тут уже мебель вы сами устанавливаете, там, кому как что нравится. Возможно, какой-то там мини-ремонт под себя делаете, ну и все. Но вам не нужно будет там все переделать. Приехали, заехали, живете. Отлично. Тағы бір нәрсе, біз азыр эшикте примерно 31 градус ысык болот. А ичи аябай салкын, э? Да, здесь же еще, если сравнивать именно вот с центром, здесь на 3-4 градуса попрохладнее. Даже так. Ну, здесь же в горы, здесь на 300 метров выше, чуть-чуть, 300-400 метров выше. И здесь все сквозные же окна. Здесь кондиционер не надо включать, вот это окно открываешь, вон там окно открываешь, и сквозняк бар, да? Отлично. Өзім дағы үйлер сатканда недеге көріп басым жасаймын, үйдің компания несіч. Чистоплотный адам любой жерде чистоплотный екен да. Ал адамның қанында екен да. А если кичинекейинде кидать еткен болса, ал чоңойгондо деле кийин деле ошол ишин кылат экен да. 100% это отношение, ты же видишь человека, как относится. Почему доверие человеку появляется, даже когда он просто там кофе вместе с тобой пьет. Как он относится к этому, к бармену, да, к баристу, к официанту, как он с ним там, если он не пренебрежно относится, ты должен там вот так. Ты понимаешь, что человек немного относится ко всему миру так надменно, а по идее, да, вот даже вот такие маленькие действия эти показывают, какой человек на самом деле, как он дела ведет. Да, и я думаю, то, что ты говоришь, так она и есть. Если человек в маленьких вещах он кидает туда-сюда, в больших делах тоже будет кидать. Просто буду неге айтып атам, мен уже, мисалы силер, грубо говоря, творчестводан серьезный темага өтүп кеттиңер да. И мисалы мен азыр творчествода жүргөн адамдарга, мисалы ипотека, мурабаханы, рассрочка менен ипотеканын разницасын түшүндүрүп атканда,
цифраларга келгенде кээ биркилер көзүнөн көрүнө нерсени түшүнбөйт да. Это он творческий человек. Ему нужно чуть по-другому объяснить да. Анан сизде кантип ушундай жеңил өтүп кеттиңер или? Жеңил эмес. Чын айтканда кичине эме кыйыныраак болуп кеткен. То же самое там по поводу там цифр, не всегда все там понимал. Просто я понимал, что это мне нужно, и я хотел простым человеческим языком объяснять сложные темы. Вот то, что ты говоришь, там ипотека, рассрочка, там любому айтсаң кичине эме пошорк кетет. А моя задача постараться это на человеческий перевести. Ай, мындай да, мындай, тигиндей, бияктан коркпо, бияктан вот, короче, вот так вот я пытаюсь объяснить, и потому что я сам себе вначале объясняю. Монуч керек, все, мен түшүнгөндө башканы түшүндүрүп берем да. Неге недвижимость өтүп калмады именно? Все очень просто. Или вас кинули, или вашего друга кинули. Обычно ушундай болот го? Да. Анан менин шашпагыла докажу, да? У меня, конечно, чуть-чуть я наперед посмотрел. КВН'ди бүткөндө чемпион болгондо уже бүт баары уже бүткөндө биз ойлоп баштадык, так уже все жашоо баштады, ну реальность да. Так, следующий шаг кандай? Үй бүлө, анан мен үйдү алыш керек да, туурабы? Анан үйдү алсам билбейм каяктан алайын. Интернетте информация жок, блогерлер жок, эч ким айтпайт. 2019 год, представь, эчтекеси жок, просто все реклама, каждый себя хвалит. Мы молодцы, мы такие крутые, бизден алгыла, туда-сюда. И я думаю, надо показать людям на самом деле какой. И я хотел себе купить квартиру. Я слышал, что там друзья попадают, родственники попадают. И я не хотел попадать, жестко не хотел, потому что денег не было, нифига себе. И я начал сам снимать, взял камеру и начал снимать. Так, балдар, мына бияка келдим, мындай, мону карасаңар, мындай экен. А потом другие мне в комментариях, ты неправильно сказал, Бахтияр, это так. И меня учили. Все, мындай экен, я тогда, оказывается, ошибся, здесь вот так. И тоже учился. И вот так вот я учился, и людям рассказывал, оказывается, вот так, оказывается, так. Я вот и так и научился. А потом уже серьезно, там уже появились юристы, потом начали клиенты писать, там с Америки писать, говорят, Бахтияр, помоги, у нас нет возможности купить, мы тебе верим, видим, что ты делаешь, пожалуйста, возьми мои деньги. Не, я тогда и не брал деньги, я говорю, не надо. Там, а когда уже команда появилась, на меня ребята смотрят, и мне что, бесплатно будем работать, чтобы... За идею. Тогда мне пришлось брать за услугу, чтобы им давать, вот как ты ребятам, да? То же самое и там. И все, и вот так и пошло-поехало. Так что я не думал, что я этим буду заниматься, но пришлось. Что я себе хотел купить квартиру и показывал людям, на что нужно обращать внимание, чтобы не попадать там, в плохие ситуации, в долгострой. История такая. Классная история. И просто айтканым эмне үчүн анткени баягыда, я же говорил, юристты көргөндө, это другая энергетика, да? Поэтому у вас нету такой энергетики, да? Я же привык с юристами общаться, ну, когда обычно со строительными компаниями или большие сделки, там 100% должен присутствовать юрист, да? Без него никак. И когда я тоже начал в этой сфере, и мындай болгондо, кандай десем, башында аябай невозможно, кыйын бир татаал бир механизм, бирок ичине кирсең уже не так уж кыйын деле эмес. Да в любом деле можно разобраться, если честно. Ну, то, что ты говоришь, что я не юрист, ну, то, что энергетика не юриста, у меня же основа творческая. То есть, если бы не творчество, я бы не смог бы объяснить юридические термины простым языком. Согласен. Да, я бы тоже умничал, там, это ИТУ, это АПУ, это ГЗ, чё, кто? Короче, из этого, да, сложно было. Из этого другой подход нужен. Бирок Кыргызстанда на что заметили, документтер дайыма эле бар болсо, это не означает, что это хорошая строительная компания, да? Да, но я хочу сказать, если у строительной компании есть документы, больше вероятнее того, что у них меньше проблем. Себеби. Они потратили очень много времени, чтобы сделать эти разрешительные документы. Как минимум год. Азыр год болуп калды. Да. Они готовят эти документы и тратят очень много денег. Чтобы начать только документы, вот что у них на руках, около 100 тысяч долларов они уже тратят. И потом, чтобы им кого-то обмануть, они говорят, мы уже засунули туда деньги, нам надо
вытащить. А человек, который не сделал документы, он говорит, я в любой момент могу кинуть, я ничего не вкладывал. Потому что на отношения вкладывают, да? А когда человек уже в душу вложил, год потерял, он говорит, давай больше заработаем, давай ищтеюсь. Вот даже вот на психологическом уровне вот что документы действуют. Даже человек, если документы не понимает, если документы бар болса, значит, что они уже чуть-чуть старались, что-то там пытались, понимаешь? А если там документы, я договорился, там нам разрешение, все, вот здесь есть риск. Если, значит, документтен проблема болса, значит, все. Это одно из такой, знаешь, ключевых подсказок, да, тебе. Это не прям все, что если документ есть, все, берите. Да? Там другие факторы надо смотреть, но это один из жирных факторов. И мен дагы мисалы 2024 келдим Кыргызстанга. 2024-тен бери анализдеп карасам, все застройщики строили свечки только. Да. Никто не собирался строить какой-то райончик. Да. Это из-за того, что у них нету денег или нету идей? Не, идеи есть. Я думаю, самая большая проблема у нашего Кыргызстана, у нас нету денег. Денег. Конечно. Если были бы деньги, все бы уже давно микрорайоны застраивали бы. Но не все могут себе позволить. Например, крупные компании начали сейчас пытаться пробовать строить. Ну, что из них получится, это на картинке они нам обещают, что сделать. Но поживем, увидим. Я пока большим проектам не доверяю. Я доверяю свечкам сейчас. Почему? Потому что меньше энергии и больше контроля. Вот то же самое. 33 квартиры. Если что-то случится, можно будет решить быстро. А если микрорайон, если там нет канализации, где ходят, там 500 людей будут страдать. Тем более в опыте в Кыргызстане ни одна строительная компания не строила такие объекты, да? Да, ну вот сейчас там уже пытаются строить. Говорю, Уақсаты көрсөтөт. Да, конечно, а там по-другому никак. И экинчи вопрос, мол, сиздер аябай көп мына кидалоо менен кабыл болдуңуздар, э? Көп адамдарды көрдүңүздөр. И основная причина — это строительная компания виновата все-таки? Или все-таки есть частичка вина и самих людей? Обоюдная история, но первостепенная — это учредитель. Учредитель. Ну, кто строится. Первая проблема — это не то, что он там строить умеет, не умеет строить, а, как сказать, умеет ли он деньги считать и насколько он жадный. Как только у человека деньги появляются, он не умеет считать. Ну, мисал, я из средней семьи, то есть у меня мама, папа не богатые, да, обычные люди. И таких людей очень много, как я, да, в Кыргызстане. И просто один всю жизнь работает, и ему случайно из-за его смелости кошелек, ему кажется, что в его кошелек приходит $1 000 000. Он думает, что это его. И он такой, я же заработал. Нифига себе, я 40 лет работал, чтобы... Я еще что, не могу себе позволить Гелендваген? Нифига себе, да? Оттуда деньги алат, скажут, $1 000 000, нечто колоть-то. Я же 50 тысяч всего лишь возьму. И он начинает тратиться. Он не понимает, что это не его деньги. Проблема вот учредителей, то, что они не умеют быстро перестроиться. Потому что это же очень легкие деньги. Ты же продаешь воздух по факту. И вот здесь вот очень важно смотреть, что за предприниматель, что у него было за спиной. И если он там никого не кидал, там, строил хорошо, это один из факторов. Но большие деньги, есть ли у него система? То есть если у него есть какая-то большая система, то меньше вероятность, что он кинет. Почему мы всегда говорим, документы — это одна часть, теперь надо понять финансы. Как он управляет финансами. Вот как вы это считаете, мне интересно, да? Вот ни одна компания же не дает... Нет, мы просто следим. Мы же с 2019 года за этим следим. Мы же каждого знаем, кто как налоги бы следить. Налоги — это фигня. Человек как себя ведет. Конечно. Да, налоги — это одна из. То есть я не отрицаю. Мы тоже посматриваем, смотрим, есть ли долги, есть ли... Но основная история, мы смотрим за действиями. Вот, например, я могу говорить, что хочешь. Скажу, да, зрители, да. Но смотреть надо за мои поступки. Был ли я мошенником, я кого-нибудь обманывал, какая у меня история. Также с любым человеком. Берешь учредителя, его историю смотришь. Где-то он кого-то кинул, и он сейчас пытается такие правильные вещи говорить. Bullshit. А он тебя рано или поздно обманет. Если раз обманул, он по-любому обманет. Это вылезет. То есть это уже натура. Либо у него должен быть сильный другой партнер, который скажет,
я тебе деньги дам, я буду считать. Ну, то есть какой-то должен быть вот этот противовес. Помните, ну, все же риэлторы говорят же об этом, допустим, я своим знакомым всегда говорю, допустим, когда было время Ихсана, я им говорю, что не заходите сюда, это кооператив. Я не знаю, через 3 года что будет, но ладно, кто первый зашел, он в выигрыше, он всегда в выигрыше. В любом месте, кто первый зашел, он всегда в выигрыше, потому что если какие-то косяки, он первым выходит, ему отдают деньги, у него все хорошо, он выходит с игры, как всегда. Но здесь есть такой момент, что айтсаң деле, жоқ, арзанға барба, арзанның суды татып, проблемасы көп болады, но попадается. Вот вторая причина, первая причина это учредитель, кто продает, а вторая это мы. Потому что мы надеемся на то, что можно заработать легкие деньги. Везде. Сейчас, например, на рынке есть строительные компании, которые продают без первоначального взноса. Звучит круто, просто шикарно, бар по алсам вообще шикарно. Но есть проблема того, что есть вероятность финансового риска. Но люди этого не знают, люди этого не хотят в это верить, как с Ихсаном. Я тоже говорил про Ихсан, говорил, кого-то спас, кому-то не спас, а потом они мне звонили, Гель, чебяка, разберись. Я говорю, предложил Гелем, что его решать? Вы уже сами решили, сами подписали. Вот. И тут жадность наша. Нам кажется, что мы умнее, что вот сейчас я вон туда залечу, и вот они потом ошибаются. Это проблема, где, например, сейчас там квадратный метр по рынку в среднем стоит 1400. Кто-то хочет зайти сейчас по 800, думая, что кто-то сейчас может предложить по 800 гель-геля туда-сюда. Значит, там есть какие-то проблемы. Но человеку будет убеждать всех нас, что там все нормально, там Байкембар, там Джездембар, все нормально. Потому что личная выгода есть. Да, личная выгода, потому что он скажет, я за 800 зашел, сизги айтпам, нифига себе, я там заработаю. Многие сейчас строительные компании, у которых большие проблемы, но люди молчат. Знаешь почему? Потому что они хорошо зашли. Потому что они молчат, да, они молчат, они уже 5 лет молчат. Я говорю, а что вы молчите? Айтпайсыңар, пусть все знают, что в этой строительной компании ни ногой. Не-не-не, пусть у них покупают, я потом свои деньги вытащу. Да надеяться на это. Вот мы сами виноваты в этом. Мы сами запускаем этот механизм, мы сами поддерживаем этот беспредел. А потом говорю, ой, как плохо здесь жить. Да нет, вы сами виноваты, мы сами виноваты. Согласен. Анткени мен 2024 келгенде айткам да мен. Ошондо квартиралар 50 миңден жер тамды алса болот эле. Да. И однокомнатный квартира алса болот 2024-тө. Биз ошондо 15 миң доллар первоначальный взнос берет, 35 миң долларды банк берет, 10 жылга бөлүп алса болот. Айына там 600-700 доллардан тура келмек. Бирок эң кызык жери 10 жылда банк 35 миң долларга 35 миң доллар кошот. Банк харам, мурабаха болбойт, сакал коюп алып, мурабаха адал эмес и так далее началось. И я им конкретно расчет кылып эсептеп берип атам да. 2 жыл өттү. Азыр ошол эле квартира 65 миң. Однокомнатная квартира, которая с техпаспортом можно за 65 купить. А жер там 65-ке сейчас нереально найти в Бишкеке. Нет, да. 70-80 и выше. Эми биз алган 35 миң доллар банктан 2 жылда 6 миң доллар үстүнөн процент кошту да. Же болбосо мурабаха болсо 6 миң долларлык 2 жылдык пайдасы. А үй 15 миң долларга кымбаттап атат. А жер там как минимум 25 миң долларга кымбаттап атат. Кто в плюсе? Это однозначно тот человек, который купил этот дом. Конечно. А второй положительный момент в чем? В том, что ал үй все-таки с документами и на его имя. Дальнейшей проблемы нету. Если даже если хочет продать, он продаст, погасит ипотеку, разницу вытащит. Но та ситуация, которая с ДДУ, он точно не попадет. Мы изначально нацеливались на это. На это, да? На дома. На дома. Почему? Потому что мне было обидно, когда, вот, допустим, у меня понятие мигранта, оно очень сильное. Почему? Потому что я с 20-го года миграции, да? И ондай түштүк болуп калды да. Мигрантта жүргөн адам биринчи ою үй алуу экен да. Да. Эң биринчи ою. Анан үй алыш үчүн мен консультация 6 жылдан бери өтүп жүрөм. Адамдар 1 жыл эмес, 3 жылдагы эмес, 10, 15, 20 жылдан бери акча чогулткандар бар экен да. Вот недавно бир мать одиночкага үй алып бердик, 11 жыл чогултуптур акчасын, первоначальный взнос. И самый эң кызык жери 3 жыл чогултат акчасын, Кыргызстанга келип үй алам дейт, акчасы жетпейт. Кайра кетет. Кайра
эми примерно 35 000 доллар болуп калса керек деп кайра кетет. Кайра 35 000 доллар келип келет, үй 45 000 доллар уже. Люди этого не поймут, потому что им кажется, что иногда ты консультируешь своей выгодой. Они так думают иногда, что сен мен алды атасың азыр барып эми өзүм кылам. А когда через год они приезжают и понимают, что реально ты был прав, они никогда не признают. Скажут, нет. Тогда случайность болуп калды, еще пойду поработаю. Деп келип обратно, что-то не то. Деп. И они не осознают, они не могут проанализировать ситуацию. Анализ уже есть за 20 лет. Вот растет она постоянно. Ты никогда не успеешь за ней. Тоже есть случаи. Человек, вот уже на сделку выходим, вот все нормально. Вот 85 000 долларов стоит трешка, 106-я серия до войны. И супруге не понравилось там люстра, не люстра, обои не понравились. Блин, обои жакпай калды, давайте еще будем искать. Деп. Неделя война, релоканты келди, цены выросли, эта же квартира уже 110. Ошол моментте 110го резко кымбаттап кеткенде, за что? Как это было? Это может не только из-за ажиотажа или может из-за каких-то неадекватных специалистов? Там все повлияло. Там повлияло вот это, когда человек тебя постоянно приходит, спрашивает, хочу купить квартиру, или там начинает тебя постоянно спрашивать, ты начинаешь думать, что сейчас рынок ожил, и ты начинаешь просто навешивать. Там же еще проблема в том, что разгоняет вот так, квартира стоит 100 000, я выставил 100 000. Ты смотришь на мое объявление, говоришь, я с тобой рядом живу, я недавно делал ремонт, я сделаю 105 000. А потом другой, третий продает, он видит, что ты 105 продаешь, а я тоже рядом продаю. Нифига себе, давай мы 110 хлып, если что, потом спустим деп. А я-то вижу 110, а я же не знаю, за сколько он продал. И все, и разгон начинается. По идее, стольник стоит, а уже 110 уже продают, по факту. И там уже за сколько она продастся, уже не суть. А человек, когда видит, ему кажется, что все, рынок вверх идет, надо повышать. И следующий, он не продаст за 100. Он увидит, он скажет, минимум 112 надо продавать. И все, кетти. Просто 24 келгенде, мен жанагы Москвадан калган ажиотаждан бир аз запахтар калган болчу да, иштеричи дальше. И мен эмнени байкадым, допустим, мен риэлторлордун баары жаман дебейм, но есть из риэлторов, специалисты, которые намного выгоднее себе делают, чем нежели продавцу или покупателю. Поэтому и не любят риэлторов. Вот. Потому что из-за риэлторов, которые иногда приоритет стоит свою выгоду, и они там, например, какой-то ужасный объект супер там, продают, она неадекватную комиссию алып алганда, и когда узнают, что за комиссия была, когда это не открыто было, то есть это все там скрывалось, с этим не разговаривают, только не разговаривают, вот это какие сомнительные действия болгондо, человек ощущает себя обманутым. И потом айтат, блин, вот риэлтор, а он же не думает, что один риэлтор, он же говорит, все риэлторы ошундай деп. И некоторые риэлторы портят репутацию другим риэлторам. А есть среди них нормально адекватные ребята, которые, блин, четко работают, там, договор, маговор, что сказал, есть такие ребята. Но, блин, есть вот такие вот, один может испачкать всю, да, репутацию всех. Просто, допустим, у нас в России, да, в Турции, Дубае, у нас с агентствами есть какой-то стандартная договоренность. Да. И мы не повышаем определенную комиссионную. Да. И, допустим, у нас стандартно 3%, коммерция 5%. И, допустим, Кыргызстанда ушул понятие акырын эми кирип атат, менин түшүнүшүм боюнча. Потому что, допустим, бизде кандай болду? Ипотекой занимаемся, да? Биз кардарыбызга сопровождать этип бир үйдү тауып бердик. Ал собственниктин риэлтору бар экен. Ал риэлтор 3% комиссия алат экен. Аны бизге айткан жок, биз аны айткан деле жокпуз. Почему? Потому что это стандартный нерсе, да? Бирөө сатып аткан болсо, ал услугасын алыш керек. Бирок сделка күнү биздин кардарыбыз ызылдап чыкты да. Эмнеге? Тиги акчаны албаш керек депчи. Понял. Ну да, иногда сами продавцы не понимают роль риэлтора. Да. Он же там помогал, он же там находил, привел вас, а он говорит, не. Османдан түшүп калгандайчы. Ну вот этого не понимаем. Мы не ценим услуги. Потому что в общем, да. У нас же в ДНК это Советского Союза, что за нас все это делали бесплатно. И оттуда у нас осталось вот это понимание, что ты мне должен бесплатно.
Ты этим занимаешься, мне пофигу, как ты там живешь, мага бесплатно, что ты имеешь? Это что ли, зажрался или там еще что-нибудь, да? То есть у нас не понимают услугу ценности. Вот услуга, то, что ты делаешь, ты объясняешь, ты же очень много увидел, и ты как человек объясняешь, а он не понимает. Услуга у нас, понимаешь, машина починил, вот колесо болталось, вот теперь не болтается. А вот я понял, что ты сделал. А когда ты человеку вот так помог, юридически рассказал, спас его от будущих проблем, вот что быть? Походу, пока им не вырос. Не, пока он не попадет, я всегда как говорю, идите покупайте, через 2 года, не дай бог, в моем подкасте увидимся. Да, а там, да, ну, это я не были пугаю. Случаи такие? Конечно, были. Они же не рассказывают потом. Проблема в этом, конечно, да. Они такие, блин, но, думаю, были и такие люди, допустим, из знаменитости, которые изначально посоветовались, но решили сами и попались. Ну, конечно, их очень много. Потому что также это алчность, когда тебе, я говорю, ну не может быть, квартира стоит вот столько, и там нету документов. Бахтияр, мне же там это, я по-другому не смогу. Пожалуйста. Ихсан, да, я даже знаю, что, возможно, ну, это известные ребята, это знаменитости в нашей, сказать, в нашем комьюнити. Кыргыздар Битпары билет, очень известные ребята. Я ему так звонил, говорю, Ихсан, вот ты взял Ихсан, да, имея в виду, что вот там вот такие проблемы. И он обиделся на нас, что я ему говорю эту информацию. Алва депч, типа, алва, там, туда-сюда. Он думает, что я завидую ему. И он мне говорит, я по-другому не могу купить себе квартиру, мен гирем, деп. И он заходит и начинает рекламировать, что вот, Ихсан, такие, туда-сюда, ла-ла-ла, деп. И потом проходит несколько времени, и все, и хейт пошел, да, в его сторону. Я его хотел спасти, честно, от души. Но человек выбрал свою дорогу, и вообще вопросов нет. Ну, так получилось, окей. И я заметил, что вы анча-мунча строительные компании тандавали, допустим, есть же, допустим, у нас в Москве и в других странах есть такое понятие, допустим, в Узбекистане, в Казахстане я это увидел, да, что есть определенные строительные компании, им никаким образом нельзя к ним ни слова говорить и не подойти ближе, да? Да. Но, как я заметил, вы без разницы. Любая строительная компания, любой население, и угроза, өлтүрүп кетем, атып кетем, не баха, Азия миксиң деле жүрө бербейсиңби деген сыяктуу угрозалар, какой-то сөздөр. Они, конечно, есть. А без этого, ну смотри, если мы будем в страхе жить в этой истории, то я думаю, что у нас ничего тогда и не получится. Нам надо тогда тихо молчать и покупать то, что нам делать. Проблема, знаешь, вот смотри, проблема в том, что мы живем в дерьме вообще, вот, в общем, я говорю, что не так все круто здесь, там, или там, ой, в Штатах хорошо, ой, в Европе хорошо. Да есть же вот такие высказывания. Почему? Да потому что мы сами виноваты. Потому что мы сами разрешаем. Я общаюсь со строителем, строитель говорит, мы строим говно, знаешь почему? Потому что вы соглашаетесь. Вам нравится, мы и строим. Какие претензии к нам? Вам нравится, что крыша течет? Мы и строим. Вам нравится? Мы и строим. Что, ребят? Какие ко мне? Вы когда покупали, вы почем покупали? Вы дешево же покупали? Какие вопросы? Вы дерьмо покупали? Покупайте. Вот, и вот это все. И люди не могут осознать эту историю. Мы виноваты в том, что происходит сейчас. И не надо кого-то там винить, или там кто-то там сверху виноват. Не-не-не. Начни себя. Потому что застройщик, даже вот договор да, каравайт договор. А потом мага Бахтияр, вот мне вот так вот. Я говорю, договор, что там написано? Вот так, наверное, было написано. Карап көрінч. Да, оказывается. А что по-другому нельзя договориться? Я говорю, ты сам рукой подписал там. Я говорю, ты подписался на то, что с тебя, если что, будет там строительная компания иметь вот столько, вот столько. Блин, а что, сүйлөшсө болобу? Кандай сүйлөшсө? Они тебе по судам выиграют. Согласен. Вот. И теперь насчет договора ДДУ. Допустим, ар-бир строительная компания өзүнүн ДДУсу бар. Да. Ошол госстроймен согласовать этиле? Нет, они говорят, что будут согласовать. Сейчас на стадии подтверждения одного единого ДДУ. И скоро слушание будет, там все такое. И когда его подтвердят, всем строительным компаниям одинаково дадут. О, классно. Вот. Просто мен не заметил, көп компанияларга барып көрдүм, почти каждый под себя. 85% это право строительных компаний. Да, конечно. Я и так, и начал, изначально я хаил их, честно говоря. Но когда я начал общаться с адекватными строительными компаниями, с хозяевами, да, заметила, что косяков и у них есть, конечно, со стороны
покупатели, Конечно. которые по факту заключили договор, но не платят уже Да. 1,5 года, грубо говоря. Вот я тебе говорю, что это обоюдно. Здесь, смотри, государство, страну построить в одного, как правитель, невозможно. То же самое, как танец. Парный танец, бальный танец, не может быть в одного. Он не может один, как дебил, танцевать. Согласен. Ему нужна пара. Такая же история и здесь. Мгм. Нельзя, мы не можем жаловаться там только на государство. На себя надо жаловаться. А что ты сделал? Что ты предпринял? Какую информацию ты распространил? Ты предупредил ли это? Понимаешь? Вот ты хотя бы чуть-чуть что-то бы сделал, чтобы чуть-чуть поменять, хотя бы своих друзей, там, знакомых, а потом дальше общество. Вот это, про это история. И то, что ты говоришь, я давно уже понимаю две стороны. И строительная компания все, что делает, я с пониманием понимаю. Даже если она там начинает какие-то мошеннические действия, я даже наоборот поддерживаю. Знаешь почему? Потому что я понимаю, что этим мошенникам попадутся ребята неадекватные. Ты их не убедишь. То же самое, их самые гелегенды, люди, некоторым не объяснишь, что там есть махинации, что-то вот ты нравилось. Он должен через это пройти. Это его карма. Кейбір адамдар лучше ошодон өткөн. Все, говорю, брат, Алверч, пожалуйста, давай. Я тебе ничего не докажу. Что ты от меня хочешь? Многие приходят, говорят, мягта вот проблема, туда-сюда, алсам болу. Я говорю, ты сам сказал, что там есть проблема. Зачем брать? Ну вот, ты мне дай добро. Типа они хотят на меня ответственность переложить. Если что, я буду виноват. Я говорю, Кечрухой, иди бери. Они хорошие условия, реально хорошие условия предлагают. Да, у них есть проблема, но если у них будет проблема, потом говоришь, что если что, чаласың мага. Давай. Ну, спокойнее надо относиться, потому что за каждый раз переживать, нечестно. Да, нервов не хватит. Өзің денсаулығың дейсің. Конечно. Тут каждый свой проходит, знаешь, у каждого своя судьба. 24-те келгенде, что я начал замечать, что в Кыргызстане нету понятия вывод эксплуатации. Вот в эксплуатации. Вот эксплуатация. Не, есть? И, есть это, думаю, в тех местах, где понимают определенные люди, либо это русскоговорящие люди, либо же это те люди, которые уже более-менее 2-3 года в недвижке. А так стандартный слой населения это не понимают. Потому что я в опыте уже 2 года, что я замечаю, да, это 100% ДДУ, бұл техпаспорты бар бу, жоқ бу, неге ипотекаға тура келбейді. Я понял. Вот, да. Техпаспорт неге берілген жоқ ал объект? Ал 10 жылдан бері жөн берілбей жатса, значит, может, есть какая-то причина? Да. И ушул нерсени именно сизден более детальныйраак айтып берсеңиз, анткени бул адам коммуналка менен эле аренданын акчасын төлөгөндө эле төлөп коюп атат да. Көлөкөгө туралы. Почему очень много ДДУ? Все обратно возвращаясь к истокам. Если изначально были собраны неправильно документы и было с нарушением построено, они не могут ввести в эксплуатацию. Понимаешь, в чем проблема? Из этого все возвращаемся обратно. Если нет разрешительных документов базовых, то в дальнейшем это могут быть большие проблемы. Из этого они не могут сдать в эксплуатацию. И вот там вот так вот постоянно, вот так как ты говоришь, если человек такой правильный, четкий, если он все дела делает четко, и у него и здесь все нормально будет. Но есть, которые не делают не до конца что-то, и у них начинается там проблема, здесь проблема, потом это затягивается на год, на 2, на 3. Вот из этой. И большинство объектов у нас там не сдаются в эксплуатацию из-за того, что изначально серьезно не отнеслись. И второй такой момент, что некоторые строительные компании говорят, что после заселения 80% мы выдаем техпаспорта. Нет такого. Есть такое в законе? После 80% заселения, после этого, как вы сделаете ремонт, после этого они выдают эксплуатацию. Нет. Это bullshit, ребят. Это вас обманывает. Это уловки строительных компаний. Если вы не разбираетесь в этом, вас на каждом шагу обманывают, ребята. Вот такие заявления, назовите любую строительную, пишите в комментариях, что за строительные компании, пусть все знают, что они обманывают вас. От этого не зависит. Если они должны достроить и потом пойти сдать это государственным органам. Просто динде дагы аманат, биздин компаниянын аты аманат, анан неге аманат деп коебуз эми? Аманатка кыянат кылбаш керек да. Мисалы адам аманат кылып акчаны берди строительный компанияга, эмне үчүн берди? 3 жылда бүтүрүп,
документи менен үй алыш үчүн берди да туурабы. 3 жылда бүтпөйт ата бек биринчиден. Экинчиден эксплуатацияга 3 жылда эмес, 5 жылдап, 6-7 жылдап берилбей жатат да. Да. И көпчүлүгүнөн барып сурасаң, мисалы азыр 7 микрорайондо, мисалы если мисалы 2018ден алайлы, 2018ден баштап строительство башталды дейли. Ошодон 100% үйлөрдүн почти 60% эксплуатацияга берилди да. Да. И причина в том, что у них не было документов, они неправильно построили, из-за этого же они эксплуатацияга берилбейт да, туурабы? Одна из, да. Одна из. Же болбосо это не из-за лишних прихотей в государство или же еще что-то? Не, тут смотри, я думаю, государство претензий чуть меньше, чем саму застройщику. Потому что госорганы тоже говорят, вот этот дебил надоел мне, вот этот застройщик. Он постоянно ко мне приходит и говорит, можно вот это? Я ему говорю, нельзя. А он мне деньги предлагает. Я говорю, дебил, нельзя. А он мне начинает там родственникам звонить, там выше звонить. Я не виноват, говорю, этот дебил неправильно построил, начертил неправильно, он от меня требует. А потом меня увольняют, другого ставят, и говорит, надоел уже, хочешь? И это проблема не государства, а вот этого дебила, блин. Вот в чем проблема, понимаешь? И тут нельзя сказать, что там государство такое. Это от застройщика. Вот очень много зависит от застройщика. Что у него, қандай ниеті бар, ошондой да результат болот. А так если у него заработать деньги, вот он так и делает, лишь бы заработать деньги. И просто сизден кардарларга бир аз кеңеш, анткени бул азыр көпчүлүгү чет мамлекетте акчаны чогултуп келип атат дагы. Эми мындай да, мисалы сизге кайрылса, сиз 200 000 акча аласыз. Мисалы да, грубо, или там 300 000, или энную сумму берет одним словом. Бизге кайрылса, биз деле бир 200 000, 300 000 энный сумма алабыз. Башка риэлторго, юристке кайрылса деле жок деген 30 000 сом алат. Адам ошону бергиси келбейт. Мейли. Это выбор, да? Да. Бирок биз ошол адамдарга кандайдыр бир кеңеш, подсказка берип коелу, анткени арзан деп ала алышат дагы. Да. Тиги сатып аткан адамчы өзү 3 жылдан бери 25 000 сомдон ай сайын төлөп атканын айтпайт да. Бул алып атканда өмүрүндө биринчи жолу алып атат да. Хотя бы коммуналкаң канча келет да сурайт. Потому что бул үйдүн атмосферасы жакты булачы. Да. Да, этот картинка. Картинкасы жакты. Вот здесь картинка, вот здесь гора, где уже на самом деле уже гор нету. Какой кандай маалымат бере аласыз? Биринчиден бааны карагыла, да, адекватный. Экинчиден документтерди. Но если вы хотите сами, ребят, очень много в интернете есть информация про документы. На нашем канале мы про каждый документ рассказали. Хотите, берите попкорн, садитесь и изучайте. Я уверен, что там через месяц вы тоже станете экспертами. Без проблем. Барып эметкиле. Второе, найдите надежного родственника. Почему? Потому что проблема наших мигрантов – это родственники. Я доверяю своему родственнику, а родственник, он такой, сейчас я темка кылып там бизнес кылып. Вот в Америке, когда я был, многие говорят, я с родной сестрой не разговариваю, с родным братом не разговариваю, потому что я думал, что они покупают мне квартиру, я отправлял им там 10-5 тысяч, гельсем джок. Говорят, где? Блин, что ты родной сестре не доверяешь, что да вот мне не получилось, там какой-то бизнес положила, а я думала вытащить эти деньги. Болбой калып, и они вот так вот, короче. И наши вот мигранты, которые бедолаги там в траках спят, они вот так вот копят, отдают им, а потом, это же родной, да, в суд не можешь подать, там, не можешь поругаться, да, из-за этого терпят и зарабатывают еще на одну квартиру. И вот выбор, вам имя, да, чек-лист. Биринчиден бааны карагыла, экинчиден документтерди, анан родственников своих выбирайте правильно. Отличный совет. Да, это необычный факт выбора. Да, потому что это уже опыт. Потому что что-то говорить, вот этот документ, это все, если надо, изучите. Вот общее вы должны понимать. То есть еще одна из больших ошибок при покупке недвижимости – это стратегия, да, то есть вы должны понимать, для чего вы покупаете недвижимость. Вы для себя покупаете – это другие приоритеты. Если вы покупаете как инвестиции, это другие приоритеты, и там другие вопросы, и там другие риски. То есть вот это вы должны разделить. И только когда вы поймете, вы купите себе идеальную квартиру, которая не будет сжирать энергию, потому что когда не свое купят, потом, переживают, что-то я дорого купил, что-то рискованно, надо документы. Многие покупают, а потом документы проверяют.
Я говорю, смысл, даже если плохо болып қалса, что вы деньги заберете, что ли? Компания у вас же заберет, ну, удержит. А что, так что ли? А что, вот нельзя, что ли? Ну, говорю, нет, вначале надо проверить, а потом покупать. А многие покупают, а потом проверяют. Я говорю, ладно, хорошо. Короче, вот совет вам. Сонун. Ушундай бир суроо, мисалы, любой строительствода башында кирген жакшыбы, же ортосунда кирген жакшыбы, же аягында кирген жакшыбы? Вопрос чуть подробнее. Эмне үчүн? Анткени азыр биз могу клубду айланып жүрөбүз, ушул жерде эле. Көргөндөй эле кээ бирки домдордо эртерээк келип ошол домдон алып калганда намного локация, мне кажется, лучше, чем вот этот, допустим, да. Допустим, тот дом, который слева, который генерал живет, да, мисалы, он намного необычнее, чем другие, потому что свой арты бар, өзүнчө башкача, бир аз салкыныраак бөлөө керек. И то же самое 500 квартиранын арасынан деле у меня есть возможность либо взять и сразу забронировать закрытые продажи, либо подождать, потерпеть, курау, курбай, бүтөй, а потом взять ту, который остался. Да. Так, я тебя услышал. Если мы говорим про готовый объект, где с документами все четко и в порядке, покупать лучше самым первым. Как ты говоришь, вот человек выбрал себе лучшую локацию, лучшее там место, все такое. Как будто бы самым первым приходить и покупать лучше. Если мы говорим про строящиеся дома, я думаю, если ты как инвестор, то тоже, как ты говоришь, закрытые продажи, алып, если у тебя лишние деньги. Но если эти последние деньги, вот только ты накопил, единственное, гутюб, хараб, присмотреться, когда у них документы появятся, вот это все, изучить историю строительной компании, учредителя, а потом покупать. Я бы так сделал, да. Шашпайда, хараб. Потому что если, вот я же говорю про стратегии, если ты стратегия для себя, не торопись. Подожди. Шашпа. А если ты инвестор, наоборот, ищи постоянно в группах, будь, узнавай, что, как, если у тебя там лишние там 50 тысяч есть, чтобы припарковать их. Отлично, классно. И буну эмне үчүн сурап атканым, анткени бизде көпчүлүк элет да, блин, могул домдон болсо жакшы болмок, же болбосо 5-этаждан болсо жакшы болмок. И еще часто Кыргызстандагы көп болуп аткан бул ылдый болсо арзан, өйдө болсо, наоборот, ылдыйраак болсо этаж арзан, точнее кымбат, а өйдөрөөк болсо арзан. А в других странах наоборот. Допустим, в Москве, в Турции, в Дубае, чем выше, тем дороже. Объяснение очень простое. Насчет Турции не знаю. У нас в Бишкеке это не сильно проглядывается. Вот в Аше это очень сильно проглядывается. Например, в Аше там нижние этажи, они там дороже стоят, да. Выше. Да. У нас все очень просто. У нас сейсмичная зона, землетрясение есть. Из-за этого у всех в голове, типа, я чуть ниже, быстро вышел до Гендечи, вот из-за этого. Потому что последние этажи, это долго спускаться, лифт иштебей калса, потом в советское время последние этажи было холодно, туда, из этого все осталось, да? Из этого последние этажи у нас не особо любят. И только нравится тем, кто, типа, в разных странах пожил, и, типа, говорит, наоборот, мне вид нравится, офигеть, круто, да? И, наоборот, на последний этаж. Да. Или замечательно пентхаус делает. Да, в основном молодежь. Да. А уже пожилые, кто там, у нас же часто там лифт ломает, свет отключается. Из-за этого, говорят, давай первый, второй этаж, третий, четвертый. И это самые такие топовые. Но я думаю, после коммерции где-то с 4 по 7 это такой топ этот этаж. Но это стандартный анализ рынка. Да. Но если профессиональной точки зрения, то, в принципе, нет разницы, по идее. Вообще нету. Разницы я бы не сказал. Потому что если они год не будут запускать лифт, это смотря кто у тебя там жить будет. Если у тебя там тайная будет твоя жить, которая ей уже под 80 лет, я не сказал, что есть разница. Я бы не сказал, что 12 этаж одинаково с первым. Я бы первый взял бы. Эмне үчүн мен бул суроолорду экспертке кайра бердим. Өзүңөр деле байкадыңыздар болуш керек. Ар бир суроо берип атам, ар бир жообуңуздан адам уже кандай десем, мен буну алсамбы же буну алсамбы дейм. Ошол себептен мен всегда айтам да, недвижимость индивидуально, как нижнее белье. Хорошо, да. Ну да, согласен. Согласен, да? Анткени, мисалы, ар бир адам индивидуально албаса, индивидуально эсептебесе, анткени тапкан акчасы башкача, семьясы башкача, каалоолору башкача, пожеланиялары башкача, айтор башка обществодо жашаган, башка жерде жашаган. И бизде, мисалы, Россияда мен мигрант болгон үчүн
көп нерседен сактаганга аракет кыласың го өзүң кардарларың. И ошого жараша биз мисалы даже квартираны арендага алып берип атканда мы соседтерден сурачук да. Допустим, мен кече жакында бир тууганчик үй алды, кайра сатып атат азыр. Неге? Сосед он эме экен, баягындай. Пианист? Эме баягындай эл артист экен да, короче. Ал илхам келген убакытта пианино чертет экен. Бир ушул менин тууганымдан башка соседтердин бардыгы уже үйрөнүп калыптыр. Мисалы, бирок бул үйрөнө албай атат да. Айтып атат, мен 2 жыл 3 жыл жашап үйрөнөм, жок андан көрө сатам деп атат да. Ушуга окшогон нюанстарды деле мисалы биринчи алып аткан адам, үй алып аткан адам байкабайт экен да. Конечно, конечно. Допустим, просто мен эмне үчүн айтам, ал тууганым мог бы мне обратиться, но он это не сделал, да. И ушул нерсе бул бир эле биздин возрасттагы же именно ош тарапта ушул көбүрөкпү же в вашей жизни тоже такое много случайлар барбы? Допустим, есть ваши знакомые, Да. друзья, которые могут к вам обратиться, Так. Но не обращаются. Да, А кому не обращаются? К другим? Или вообще не обращаются? вообще не обращаются. Честно, я не наблюдал. Да я и рад, что они не обращаются, честно. И как бы, если он самостоятельный, он сам примет решение. А так я всегда готов. Могут обратиться. То есть я не обижаюсь на это, честно. Если ко мне туган не обращается, ну и круто. Ну, окей. Это его выбор. Нормально. Не, почему мы буну айтып атам, понимаете? Потому что жана айттыңыз го, сен чет мамлекетте жүргөндө тууганыңа кайрыл депчи. Мисалычы. Да. Но может мен буну эмне үчүн айтып атам? Анткени кээде ушундай да, личный неприязнь болсо деле ошонуңуздарды жабып, личный эго же ал адам жакпаса делечи. Тууганың эксперт лучше ошого кайрыл. Потому что он реально сага жардам берет да. Да, но опять-таки ты им не докажешь, потому что он обжигся с другим туганом. Вот в чем проблема. Не ты проблема, а возможно, или у него там друг, кто туганчику обратился, супер эксперту, он его обманул, там на $10 000 сверху накинул, говорит, что-то, ну его нафиг, да, я сам попробую. Андай болсо эч кимге ишенич жок. И как правильно анализировать? Просто мындай да, баягыда мисалы мындай мен жөнөкөй тил менен түшүндүргөн жакшы көрөм да. Илим деген нерсе бул эшикти мондай кылсаң ачылат деген деле илим да бул. Ушуну адам билбесе, азыр индейсти алып келип койсоң, ал үйдөн чыга албай эле өлүп калат. Просто мону мындай кылыш керек болчу да. Ошондой эле недвижимостьта деле жөн эле балып кайрылып койсо 20-70 000 долларын кетирмек эмес болчу деген ойду айтып атам да. Я понял. Тут двоякая история. Это история эго. Почему не обращаются? Тебе кайрылбайм, өзүмдү табам, например. А второе, может быть, он говорит, блин, случай был, там, я вот лишний раз не хочу попасть. Тут такая индивидуальная история, и здесь я думаю, что каждый по-любому придет. Короче, каждый человек, что выберет, это и есть правильно, я вот так сказал. Я бы не говорил, вот это правильно, это неправильно. Вот честно, я же не знаю, на самом деле, как это было. Может быть, он реально, у него есть какая-то информация, которую я не знаю. Из-за этого то, что он принял решение, я считаю это правильно. То, что ты говоришь, это тоже правильно. Потому что для кого-то это реально вот лучше к тебе обратиться, чем тратить деньги и кому-то обращаться. Согласен, да. Просто мен айтканым, ар ким өзүнүн мисалында экен да, мен Кыргызстанга 2 жыл болду келгенимечи. Миграцияда жүргөндө Кыргызстанда только проблема эле болуп аткандай эле болчу да. Кого-то кинули, кого-то вот так сделали, кого-то убили, посадили и так далее. Кыргызстанга келсем, бардыгы эле жыргап, там ресторандарда той булап эле жүрүшөт экен, мисалы. И экинчи нерсеси, ушуга окшогон, мисалы, бир жаман кой паданы бузат дегендей эле, из-за бирөө ката кетирди, страдают все, да. И ошонун аркасынан недоверие күчөйдү, ошонун аркасынан услугалар кымбаттады да, мисалы айтсам. Не знаю, интересная логика. Да, потому что адамдардын ортосунда недоверие күчөйгөндө услуга автоматтан кымбаттайт экен да. Надо повышать, да, значит? Да. Хорошо. Это автоматтан. Мен ошого көпчүлүгү, мисалы, мен тигини сураштырып келсем деле, мисалы азыр оператор менен деле сураштырып келсем, 1,5 таныш болуп чыгат да. Эмне үчүн муну айтып атам? Үй алып атканда, сиз айткандай эле жана бир эле документация эмес, мындай таныш билиштен деле сурап коюш керек экен да.
Я бы не согласился. Неге? Таныш билиш здесь не работает. Честно Не говоря. работает? Это таныш билиш, это он может перетянуть. Допустим, мы с тобой друзья, Мгм. ты строишься, ну хреново строишься. Он ко мне приходит, он говорит, таныш билиш-то? Он говорит, нормально. А я что, плохо про тебя скажу? Нифига, я скажу, нормально. Дай там, что там, документы. Ровно пацан вместе учились. Халас. А вот если ты с документами не разбирался, если ты провалился, кто я? Таныш билиш, забудьте, ребят, это извиняюсь, но это большая проблема у нас. Наоборот, Проверяйте таныш билиш. документы. Наоборот, таныш билиштен кидалга больше. Фигня это все. Документы, факты. М. Вот здесь наша большая проблема. Почему? Я еще раз говорю, это не за то, что я тебе хочу плохо сделать или ему плохо. Я же от души хочу сделать. Но я же не могу узнать, что у тебя там на самом деле. Сен мага беруйсің, сен айтасың, ты что, чем бейтасың мага? Скажи, брат, отвечаю, в универе учились, четкий пацан был. Вместе лепешку с майонезом хавали, вообще крутой пацан. Всегда покупал дюшес тэпч на свои бабки. Уж на это ходим, трав? Ну как ты строишь, я же не знаю. Ну да. Я тебя потом наговорил, там, ты купил и попал, потом мага gelесің да. М. Я буду потом говорить. А потом ты будешь на меня обижаться, потому что ты не можешь на меня сказать, что вот я плохой, потому что мы с тобой туганчики, да, там, типа, блин, уже Бахтияр, ты будешь молчать, лишний раз со мной не разговаривай. И поэтому я тебе посоветую, иди проверь его документы, меня не касайся. Почему я говорю, я не люблю, когда ко мне обращаются мои родственники. Ответственность. Я говорю, они на меня ответственность хотят свалить. Я лучше пусть, как ты говоришь, я не буду на это обижаться. Пусть Понятно. идут сами. Классно. Ну и надо, я скажу, конечно, но опять-таки это будет такая история. Может быть, я привзят, может быть, где-то я хочу хорошо сказать или потом плохо сказать. Я от души скажу, конечно, но как человек поверит, не поверит, это его дело. Но вот единственная проблема, чтобы он на 100%, вот знаешь, вот я сказал, и это все закон, это Библия, закона не должно быть. Это он должен пойти и проверить. Он должен у тебя спросить, у него спросить, и пойти документы проверить. Вот так будет правильно. Вот так будет правильно. Отлично. И второй момент. Я Кыргызстанға келіп, с чем столкнулся? Столкнулся с тем, что мы выполнили условия, и они нам не выплатили. Добро пожаловать в Кыргызстан. Да. И ошондой ситуация болду. Нет, мы-то знаем, нам вначале платят. Мы Мы не напрягаемся, конечно, мы знаем. Если ты нас уважаешь изначально, если не уважаешь, рынок большой, иди кидай кого хочешь. Но мы не собираемся кидать, мы здесь, мы за репутацию. Если ты хочешь работать с нами, оплати нам вначале. Вот я здесь стою, ты меня знаешь 2010 года, как я становился степ-бай-степ, да? Я здесь. Репутация это мое все. Не хочешь платить, да иди, у тебя выбор дофига на рынке. Кидай кого хочешь, вечер ходит. Вот мы тоже потом начали услугу вперед брать, и сейчас у нас благополучно. Да, но по-другому никак. Это Кыргызстан просто. Это Кыргызстан, детка, вот так, да. Потому Всё. что менталитет, я же тебе еще раз говорю, к услуге не относятся. Хотя ты человеку сохраняешь, не понимает люди, что ты сохраняешь там время, деньги, потом Нервы. вот это нервы, там бегать в судах, переживать, потом у тебя глаз дергается, что ты там то не то сделал. Мы честно говорим, как есть, вот так, это вот так. Иногда люди берут рискованные моменты, но зная, мы им не придумываем. У нас нет задачи продать. Наша задача обезопасить ему, сказать, вот здесь вот так вот. Имей в виду. Он говорит, были случаи, где машины дорого оценивали, и я не соглашаюсь. Но я говорю, вот здесь будет проблема. Имей в виду. Все, просто вот через 3 года до сих пор дом не сдан в эксплуатацию. Всё. Зато машину хорошо приняли. Да. Вот, насчет машины, обменки, тоже такой интересный момент. Көпчүлүгү машинаны мен строительный компанияга берсем кымбат алат деп ойлойт. Но по факту алар... Они не тупые, я им так скажу. Ребят, не думайте, что вы самые умные в этой жизни. Они не тупые, они там тоже эксперты. Если они машину вашу дешево, дороже оценят, они накинут это на квадратный метр. И плюс-минус то же самое получится. И я бы сказал одно. Бартер – это плохо. Бартер вы сами себе делаете хуже. Строительная компания, которая пользуется очень много бартера, это большая проблема. Почему? Я думал, ты понимаешь. Ладно, смотри. Я-то понимаю, чтобы они поняли. Всё, хорошо, смотри.
Проблема в том, что вот я машину принес за 10 тысяч. Мы сторговались, а она на рынке стоит 7 тысяч. Чтобы было интересно, мою машину дороже оценили, но квадратный метр чуть дороже типа сделали. Но не суть. Я беру за 10 тысяч, отдаю компании, строительная компания эту машину не за 10 отдает на рынок, а отдает за 7. Чтобы 7 тысяч уже кэшем взять и уже в фундамент вложить. 3 тысячи она потеряла. Им же наличка нужна. Им же наличка нужна. А я такой, 10 тысяч, и они быстро сплавили, ему тоже кэш нужен. Он берет эти там 7 тысяч, вкладывается, но не задумывается, что 3 тысячи он пролетел. Еще один приходит, еще за 10 тысяч отдает. Он продает за 8 тысяч, 2 тысячи терять, уже 5 тысяч минус в кассе. Эту кассу кто будет пополнять? Другой, что ли? Да нифига, ты должен сам, ну, застройщик должен пополнять. И вот и все. И начинается вот это, короче, кабала. И там вот эта дырка растет. Воздух на Да. ровном месте. А потом человек достраивается и понимает, и он говорит, блин, что-то мне 100 тысяч не хватает. Что будем делать? Давай еще один строить. Все, это логика. И он начинает еще одну строить. И все, начинает вот И это, дальше шапка на пошло. шапка, да. Вот это проблема. И окончание как долет курулуш. Ну, тут Один из. один из, да. И такой, значит, анализ. Если строительная компания, не завершив один объект, строит автоматом второй объект, это значит, можно примерно анализировать, что у них с финансами может быть кое-какие проблемы. Но не совсем так. Да. Но можно примерно, смотря на его компанию, на его человека, можно примерно уже анализировать. Конечно, конечно. Я говорю, надо вот глубже анализировать, не просто смотреть на картинки. Я, например, картинки уже не смотрю. И не вижу в них. И вот эти вот QR-коды, вот это, говорят, что QR-код есть. И все фигня, блин. Ничего нету. Ты туда зайдешь, там... Ну, давайте так. Большая благодарность, кто это придумал, кто это сделал, Минстрою. Но по факту для человека, если он хочет глубже нырнуть, там нету. Там просто пишется, то есть, то есть. Но ты этих документов не видишь, и ты не видишь, что там внутри написано. Ты же видишь, что там, например, красная книга. Ну да, красная книга. А вот это, например, здесь красная книга. Ну и что? А красная книга, а цель назначения земли какое? Понимаешь? Если здесь торговый центр, сюда придут и отберут эту землю, скажут, ты нарушил правила и снесут эти дома. Понимаешь? А зато красная книга. Не, подождите, если они купили здесь люди, Да. назначение неправильно, Конечно. и государство Она не примет в эксплуатацию. Не приняло Всё, эксплуатацию, Да. деньги их не. Труерет просто пока Здесь... здесь Бузуб салды дейді, да? навряд ли разрушат, потому что здесь же один хозяин. Тут же видишь, здесь же не долевое. Здесь же один хозяин, Да. а он тут хозяин, что хочет. Пока к нему не придут, пока он не нарушит какие-то там законы туда-сюда, и он скажет, я в моей территории делаю, что хочу, допустим. Но по факту он нарушил правила, и он не сдаст в эксплуатацию. И эти люди не могут прописаться и не будут учиться здесь в школах. То есть они будут, как будто бы их нету в Бишкеке. То есть я не могу прописаться, да, условно, если я здесь жил бы. Как коммерция, да? Да, я в коммерции не смогу же прописаться. Да. И все, я буду просто жить где-то. И Вот. платить 3 раза больше. И платить 3 раза дороже. То есть, Теперь такой момент. Если люди, не знав, взяли квартиру или определенный дом в клубном городке, если там проблема вышла, государство решило снести это. ну, государство навряд ли снесет, я так просто грубый Если пример. вдруг Да. Я он просто решится. другой пример расскажу. Вот на Артасайском рынке прям хорошая жирная локация, дом продавался очень дешево, по 850, что-то такое, там 2-3 года назад. И очень много людей купило, тоже мигранты купили туда-сюда, и заехали, жили, все было хорошо. Но в один прекрасный день, это было холодно, это зима, весна была, люди пришли... Милиция пришла, начала, короче, им говорить, что вы нарушаете правила. Начали выяснять. Оказывается, есть зеленая книга, ну вот этой земли, где построено. Зеленая книга – это фигня. Но есть назначение, что там написано торговый центр. А людям продавали как квартиры. И что произошло? Их выгнали на улицу. Не отдав деньги. Не отдав деньги, ничего. И посадили тот, кто продавал, вот как квартиры. Ну, просто нашли виновника, посадили, а у этого человека давно уже денег нету. И люди выехали на улицу с грудным ребенком в холод, вытаскивали все их вещи. Это было, весь Бишкек наблюдал за этой херней. И это из-за того, что вот в документах была одна строчка. Как могли вот просто заехать и все это госстроя, все это не наблюдали, что ли, что там построили? Это вопрос большой.
Не, они, может быть, наблюдали, просто они же не знают, как, например, госстрой же не знает, что мы здесь съемку делаем, допустим. Согласен. Вот. То же самое, здесь могут бомжи жить. Потому что госстрой же не видит. Ну, такая же история везде. И просто дом построен, госстрой видит, что там какое-то здание, на торговый центр, туда-сюда. Но там кто живет, я не знаю. А когда начинает выясняться, о, подождите, вы нарушаете правила, подождите, так нельзя, да? И вот там сколько, около там 30-50 семей вот так на улицу вытащили, вот так вот конвоем стали люди, ну, милиционеры, и не впускали. Это, блин, это еще трагичная история. Адам, просто я почему я это говорю? Жанагы сиздердин видеоңуздардан көп жанагы кидайт этилгендердин видеосунан көрсөң, адамдар уже жанагы адамдарда уже эме жок, үмүт жок да. Нету надежды да, уже бардык нерсе уже кайып койгон. Я согласен, но смотря на, опять-таки, ниетың бар болсо, ты по-любому найдешь то, что ты хочешь. Если ты изначально хочешь найти проблемный дом, хитрый дом, мошенническим способом дом, ты найдешь, но тебя потом кинут. И если ты хочешь купить адекватный дом за свои адекватные деньги, которые ты реально заработал потом и кровью, ты купишь нормальный дом. В этих новостройках очень много людей заехали, живут прекрасно. Но про них никто не снимает, потому что они не хотят рассказывать. И поэтому только есть плохие. Вот попал туда, потому что они уже отчаяние. А человек, который хорошо заехал, ему что рассказывать? Я хорошо заехал, и всем это неинтересно будет. Согласен. А он постоянно... А те люди... И из-за этого кажется, когда ты говоришь, я был мигрантом, плохие новости. А это все СМИ. А в Америке наоборот. Вот недавно, когда я был в Америке, там все говорят, в Бишкеке так все хорошо, там построилось, это построилось, все хорошо, никаких проблем. Да потому что фильтруются плохие новости, в новости не впускает. Из-за этого там, за рубежом, кажется, что здесь вообще круто. Бишкек вообще изменился, правила поменялись, все круто. Если глубже чуть-чуть нырнуть, ну, есть над чем работать. Я не скажу, что очень плохо, Да. но не скажу, что прям супер хорошо. Согласен. Надо чуть работать. А вот такие, как мы, молодые, там, пытаемся что-то там поменять, изменить. Вот так. Так, ну, по поводу пузыря. Пузырь, он там волнами бывает. И я думаю, что есть... Давайте, неадекватность цен, по-любому она есть, но она сейчас стабилизируется, потому что есть стагнация. Вот как раз таки там многие говорят, там лопается, не лопается. Но он не лопается, вот так, я так думаю. Что он, думаю, сейчас вот мы наблюдаем с вами, что можно торговаться, цены можно спускать. И вот сейчас очень хороший период для тех, кто покупает. Вот. А второй вопрос по поводу, где покупать. Ну, я думаю, тут гадалки не ходи. Все понимают, что сейчас после того, как появился там генплан, все понимают, что это Восток и Запад будет очень сильно застраиваться. И если вы в ту сторону там покупаете себе недвижимость или земли, я думаю, рано или поздно вы в выгоде. Но с землей сейчас большая проблема, потому что сейчас непонятно, что там происходит с этим генпланом. У вас могут землю отобрать, если вы не там купите. Итак, это не страх, это просто предупреждение. Да, ребят, это лично мое мнение, то, что я наблюдаю на рынке, то, что я вижу, что сейчас происходит с людьми, кто попал в проблемы. И вот я, исходя из всех этих данных, делюсь с вами моим личным опытом. Я сейчас открыл портал знаний, чтобы я получал, а не отдавал. Так. Ага. У меня вот такое понятие есть. Когда я с кем-то хожу, мысалы, кече бизнес-кемпте болдук, Бабур Төлбаевта. 5 күн я был открытым. Я только информация вчитывал, да. То же самое азыр. Bir жарым саатта аябай көп пайдалуу маалымат болду мен үчүн дагы жеке. Сиздер үчүн дагы аябай пайдалуу болду деп эсептейм. Анткени Бахо эке өзүңүздөр билгендей канча жылдан бери иштеп жүрөт жана канчалаган строительный компанияларды, канчалаган адамдарды чоң суммадан алданып калбашка себепкер болгон адам десем жаңылышпайм. Эгер маалымат пайдалуу болгон болсо, ушул видео менен бөлүшүп коюңуздар жана жактыруу калтырып кетиңиздер. Все, ребят, всем пока и все покупайте недвижимость с умом.